Продвижение российского образования, науки и культуры, поддержка соотечественников за рубежом, молодежные проекты, содействие международному развитию, историко-мемориальная деятельность. На вопросы в прямом эфире отвечает руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. В онлайн-пресс-конференции приняли участие 12 стран, представители Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Киргизии, Болгарии, Монголии, Китая, Индии, Турции, Южной Осетии, Абхазии. Какие направления по взаимодействию с Абхазией, на ваш взгляд, требуют дополнительных импульсов? Мы сейчас видим, как активно Российская Федерация включилась в проекты, вот те самые, которые я называл как содействие международному развитию, поддерживая и школы, и больницы, и в том числе и даже коммунальную инфраструктуру. Сейчас откроется, вот мы надеемся, вот-вот и аэропорт в Сухуме. И мне кажется, будет правильно, если бы эта образовательная квота, которую мы даем, включала больше, она и так включает, но включала еще больше специалистов, которые будут поддерживать работу этого аэропорта. Там много профессий нужно, и инженерных, и айтишных, там, и так далее, и так далее. Хотелось бы, чтобы больше у нас все-таки коллективов творческих по линии культурной дипломатии приезжало в Абхазию. У вас есть блестящие совершенно свои исполнители, но тем не менее вот этот вот обмен какими-то концертами, мероприятиями, мне кажется, это было бы очень полезно. Пресс-конференцию посвятили столетию Института народной дипломатии. Евгений Примаков рассказал, как за век изменились задачи и функции Россотрудничества, как расширялась география агентства, какие двусторонние межгосударственные проекты готовятся. В частности, много программ успешно реализуются и в Абхазии. Одна из них – образовательная. В Абхазии очень востребован проект обучения граждан Абхазии в российских вузах. Как вы оцениваете результаты этого проекта и как он будет дальше развиваться? Обязательно будет развиваться. У нас почти 100 человек, где-то 98, под 100 человек студентов из Абхазии в квоту попадает. Еще раз повторю, это только квота правительства. На самом деле гораздо больше ребят едет учиться в Россию, это правильно. Очень хороший конкурс. 5-6 примерно человек на место в Абхазии. Это здорово. Это значит, что российское образование пользуется очень большим спросом. Конечно, в первую очередь, как я уже говорил, на примере тоже Армении, например, люди едут в основном на медицину. Но мне кажется, сейчас с учетом, я уже говорил об этом, открытия аэропорта, сейчас технические какие-то инженерные специальности, связь и прочее тоже будут очень сильно востребованы. Мы очень позитивно настроены. Есть особенность некоторая, которая касается Южной Осетии и Абхазии. Надо не забывать, что та самая квота для обучения в Российской Федерации, в вузах, она относится, конечно, к иностранцам, а не к российским гражданам. Почему я говорю Южной Осетии и Абхазии? Потому что очень много обладателей российских паспортов. Конечно, им хотелось бы попасть именно в эту квоту. Давайте, раз уж вы российские граждане, то будем поступать как положено. Да? Все-таки для иностранцев. Это раз. И два. То, что беспокоит меня и тревожит, опять же, и в отношении Южной Осетии, и в отношении Абхазии. Все-таки хотелось бы, чтобы молодые люди не рассматривали возможность обучения в России как способ уехать из своей родины. Какие мероприятия запланированы по линии Россотрудничества в Абхазии в связи с 80-летним юбилеем Победы? Череда мероприятий, такие как сад памяти, огонь памяти, свеча памяти. У нас есть еще там вальс победы, например, такой забавный, очень, очень трогательный флешмоб, наверное. Мне кажется, в прошлом году даже наши сотрудники танцевали вальс победы, и потом ролики мы размещали, это очень трогательно. Но мы, слава богу, что в Абхазии, благодаря кавказскому долгожительству, все еще остаются живыми старики, которые ветераны, которые участвовали в войне. Дай им Бог здоровья. Такие есть, конечно, там и в Армении, и в Кыргызстане, и в Азербайджане, и в других странах. Но вот в Абхазии, насколько я знаю, очень наше представительство трогательно относится к ним, приезжают, поздравляют, это важно. Конечно, да, и диктант победы пройдет, все будет сделано в лучшем виде.
За 100 лет истории общественной дипломатии и Россотрудничества прошло путь от Всесоюзного общества культурной связи за границей, образованного в апреле 1925 года, через Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при правительстве, а затем при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, и так до нынешнего статуса федерального агентства, созданного в сентябре 2008 года. Гугут Савардания, Ахрамичба, Абхазское телевидение.